Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня поговорим о реестре собственников помещений. Любому инициатору общего собрания первым делом надо узнать, кто является законным собственником каждой квартиры на день созыва этого собрания. Их список постоянно меняется. В государственном масштабе все изменения регистрируются Росреестром, в просторечии регистрационной палатой. В конкретном многоквартирном доме обязанность ведения реестра статьей 45 Жилищного кодекса Российской Федерации возлагается на его управляющую организацию. При поступлении в письменной форме обращения собственника о предоставлении реестра предоставить его заявителю управляющая организация обязана в течение 5 дней с момента получения такого обращения. Согласие на передачу персональных данных, содержащихся в реестре, при предоставлении этого реестра в целях созыва и организации собрания в доме не требуется. В домах с количеством квартир и нежилых помещений от 2 до 30 инициатор собрания в силах самостоятельно составить этот реестр или проверить данные в уже имеющемся реестре собственников опросным путем. Инициатор собрания не позднее 10 дней до дачи его начала обязан довести свое сообщение до каждого собственника помещения вне зависимости от места проживания или пребывания собственника. Содержание самого реестра конкретизировано приказом Минстроя России от 28 января 2019 года номер 44. В реестре обязательно указание следующих данных каждого собственника: фамилии, имени, отчества физических лиц, полного наименования ОГРН и ИНН юридических лиц, номера принадлежащих им на праве собственности помещений, реквизиты документов, подтверждающих их право собственности на указанные помещения, сведения о форме собственности в отношении каждого из указанных помещений, сведения о доле в праве собственности на такие помещения, принадлежащие каждому из собственников. Из этих данных получается примерно вот такая таблица. Достоверность реестра заверяется подписью руководителя и печатью управляющей организации. В случае с непосредственным управлением многоквартирным домом реестр заверяется подписью лица, составившего его, с указанием своей фамилии, имени и отчества полностью. В графах фамилия, имя, отчество собственника, реквизиты документов, подтверждающих право, форма собственности, доля в праве собственности на каждого собственника выделяется по одной строке. В остальных графах строки, относящиеся к одному помещению, целесообразно объединить. Графу «Доля в праве собственности» рекомендуется поделить на 2 столбца: «Доля» и «Площадь в собственности». Документом, подтверждающим право собственности на муниципальные квартиры и нежилые помещения, в том числе пристроенные веранды, является регистрационный номер муниципального помещения в актуальном реестре муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики. Однако надо иметь в виду, что актуальность и достоверность сведений в этом реестре весьма сомнительна. Например, муниципальные квартиры номера 9, 13, 25, 62 в нашем многоквартирном доме по адресу улица Канашская, дом 8, в реестр муниципального имущества вообще не включены. Под отдельным регистрационным номером, как отдельно стоящее жилое здание с площадью 243 квадратных метра, указан
МКД по адресу Восточный район, дом 18. Ни одной квартиры, фактически находящейся в муниципальной собственности в МКД по этому адресу, в реестре муниципального имущества также не значится. В разделе «Благоустроенные квартиры» 50 квартир значится дом 43А Восточного микрорайона с площадью 1508 квадратных метров. ООО «УК «Конашстрой» 29 февраля этого года общую площадь этого МКД указывает равной 1862 квадратным метрам. Из них 1159 в частной собственности. Таких примеров в реестре, официальном правоподтверждающем документе для муниципальных квартир и нежилых помещений, можно найти немало. В графе «Реквизиты документов, подтверждающих право» следует указать их серии, номера и даты выдачи. Допустимо сокращение РУ, регистрационное удостоверение, СГРП, свидетельство о государственной регистрации права, ЕГРП, выписка из Единого госреестра прав на недвижимость. В графе «Сведения о форме собственности» указывается муниципальное или государственное для муниципальных или государственных квартир, а для квартир помещений в частной собственности собственность, если собственник – одно физическое или юридическое лицо, общая долевая, если указаны персональные данные собственников каждой доли, общая совместная, если указаны персональные данные супругов сособственников. В графе «Доля» в праве собственности в столбце «Доля» проставляется простая дробь, часть единицы. В столбце «Площадь» – общая площадь квартиры, помещения, соответствующая доле. В практике проведения собраний количество голосов каждого собственника приравнивается к площади, указанной в столбце «Площадь». Если помещение в общей совместной собственности, то количество их голосов на собрании совместное, оно приравнивается к общей площади квартиры, независимо от того, голосуют оба супруга или один из них. Нередки случаи, когда управляющие организации инициатором собрания вместо реестра собственников помещений в многоквартирном доме предоставляют реестры, списки держателей лицевых счетов, ответственных плательщиков по квитанциям. Подмену легко выявить. В таких, в кавычках, реестрах собственником муниципальной квартиры указывается не муниципальное образование город Канаш Чувашской Республики или администрации города, а физическое лицо, один из нанимателей муниципальной квартиры. И они никем из должностных лиц управляющей организации не подписываются. Количество собственников помещения в реестре обычно бывает в 1,5-2 раза больше количества помещений в МКД. В небольших домах с 2-12 квартирами оно может быть и меньше количества квартир, если у нескольких квартир один собственник, муниципальное образование город Канаш. Общая площадь жилых и нежилых помещений в частной и иной собственности должна быть равной общей площади МКД по актуальной технической документации дома. Спасибо за внимание. Доброго вам здоровья!